Mēs šodien sludināsim tā, es gribu tā sludināt. Bet vispār tā iemācās sludināt, lai var saprast 5-gadīgs bērns un 90-gadīgu omīti. Мы сегодня будем проповедовать таким образом, чтобы всю эту проповедь понял и 5-летний ребенок, и 90-летние люди. Tas jau galvenais, lai būtu vienkārši. Чтобы было просто, чтобы человек доходчиво. Jā, un es pirmkārt sludinu, lai pagodinātu Dievu. В первую очередь проповедь направлена на то, чтобы возвести хвалу Господу. Pēc tam, lai priekš sevis es sludinu priekš tam. Потом только для себя, priekš savas ģimenes, для своей семьи, pēc tiem, kas ir atnākuši, для тех, кто пришел на служение, un arī tiem, kas skatās internetā. Также для тех, кто смотрит служение в интернете. Bet, ja kāds negrib klausīt, tas var arī neklausīties. А если кто не хочет, ну, может не слушать. Дело добровольное. Šī dienas svētdienas sauksies atslēga pārmaiņām. Сегодняшняя проповедь называется «Ключ к переменам». Вот я хочу Андресу сейчас дополнить. Я только что переводила один текст, ну, как переводчику мне присылали. И был текст, название такое же «Ключ к переменам». Но там шла речь о кредите. Кредит получаешь как ключ к переменам. Так вот, подумайте о том, чем отличается тот ключ перемен, который Андрей сегодня расскажет, от того ключа, который дает нам кредит. И будет ли кредит ключом к переменам? Kredītus mums nevajag. Dievs taču saka, ka viņš mūs visus mīl pareizi. Бог же гласит, что Он всех нас любит, не так ли? Bet kāpēc, es tā padomāju, kāpēc daudz ticīgie nesaņem atbildes no Dieva? Но почему тогда многие верующие говорят, что они не получают ответа от Господа? Un neredz pārmaiņas uz labu savās dzīvēs. И не видят перемен к лучшему в своей жизни. Mēs taču zinām, ka Dievs var atrisināt pareizi visas mūsu problēmas. Мы же допускаем, что Бог может решить все наши проблемы. Var pārmainīt mūsu dzīvi uz labu. И может переменить нашу жизнь к лучшему. Mēģināsim tāpēc šodien saprast, kāpēc tā. Kāpēc ir tā, ka mēs neredzam, citi cilvēki neredz pārmaiņas savā dzīvēs, bet citi redz. Попытаемся понять, почему одни люди видят эти перемены, а другие никак не могут их распознать. Izrādās, ka vaina jau nav Dievā. Оказывается, беда вовсе не в Боге. Jo Dievs grib palīdzēt katram īstenībā. Ведь на самом деле Бог хочет помочь каждому и изменить жизнь каждого из нас. Viņš grib mums padarīt katram dzīvi labāku. Он хочет каждому из нас принести что-то лучшее в жизнь. Un grib mums padarīt par paši laimīgākiem cilvēkiem. И хочет сделать нас самыми счастливыми людьми на земле. Jo Dievs taču izdarīja visu. Ведь Бог сделал для этого все. Lai mēs būtu laimīgi. Чтобы мы были счастливы. Jo viņš deva pašu savu dārgāko. Он отдал ведь самое дорогое, что у него было. Un Bībelē teikts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Ибо в Библии сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet pasauli, lai caur viņu tiktu glābta. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Mēs redzam, ka Dievs atdeva pašu dārgāko, lai cilvēku dzīves tik izmainīts, lai cilvēki būtu izmainīti pilnībā un cilvēki tik izglābti un būtu. Viņš parādīja savu labo attieksmi pret Тем, что Бог отдал людям во имя спасения людей своего Сына, Он показал всю свою любовь, все свое прощение людям. Un tāpēc, kā mēs varam saņemt atbildi no Dieva? Как же мы можем получить ответ от Господа? Jo daudz cilvēku to nezina. Ведь многие Kā saņemt atbildes no Dieva? Un viņi nezina, kā iet, piemēram, nezina, kā iet svētā gara klātbūtnē.
Они даже не знают, как ощутить в себе присутствие Святого Духа. И как можно пережить благословение Божие в своей жизни. Jo daudz ticīgi cilvēki 20 gadus ir ar Dievu un ievēro visus Dieva likumus, bet viņa stāšana, tas laiks, ko viņi pavada Dievu, ne šī likuma ievērošana nedod viņu atbildes uz viņu lūgšanām. Ведь есть люди, которые по много лет, десятилетиями веруют в Бога, соблюдают все законы Божии, но ответа от Него все равно не получают. Ziniet, kāpēc? Почему? Ja mums nebūs savstarpējas attiecības ar Dievu, ja mēs nelasīsim ikdienas Bībeli un nenoliksim savu personīgu laiku ar Dievu, nebūs šīs atbildētās lūgšanas. Если мы в своей жизни не выделим личного времени, чтобы вступить во взаимный контакт с Богом, то мы этого ответа не получим. Если мы не будем читать Библию, не будем ежедневно молиться. To nedarot, mēs pazaudējam Dieva spēku un neredzam Dieva brīnumus savās dzīvēs. Тогда мы не увидим этой силы Божьей и не увидим всех чудес, которые Он может совершить в нашей жизни. Un vēl, kas mums ir visiem jāzina, vēl bez tā vēl visiem jāzina, kā atslēga, lai mēs saņemtu atbildes no Dieva, atrodas mūsu domāšanā. И на самом деле мы должны точно знать, что ключ к пониманию Божьему находится в нашем мышлении, у нас в голове. Iedomājieties, ja mums no bērnības, piemēram, mācīja daudz nepareizas lietas, un mums, piemēram, teica, ka nav ievēruši tā, ka citiem ir teikts, ka, piemēram, nauda ir ļaunums, ka tie cilvēki, kas ir, ka ļauni cilvēki ir bagāti, ja tā no bērnības cilvēkiem māca. Но бывает так, что людям с детства внушали неправильные истины, их учили неправильному. Например, что деньги – это зло, что люди, которые хотят получить какое-то материальное богатство, что они нехорошие люди. Ka visi, kam ir nauda, tie ir zagi. Что все, кто имеет деньги, что все воры. Ka nevienam nevar uzticēties, что никому нельзя доверять. Ka visi cilvēki ir slikti. Все люди плохие. Un ja cilvēkam jau no bērnības piebāž galvu ar tādām domām, и если человеку с детства забивать голову такими мыслями, tās domas kontrolēt par visu viņu mūžu. Они будут контролировать всю его жизнь. Un pie mums mājas grupiņā bija cilvēki, kas domāja, runāja, kas tā arī runāja. И в домашней группе у Андреса были люди, которые действительно так думали. Teica, ka kristiešiem jābūt nabadzīgiem. Говорили, что христиане, истинные христиане должны быть бедными. Tā runā, tas ir pilnīgs murgs īstenībā. Но на самом деле это полный бред. Un tā cilvēks nekad nebūs laimīgs. И такой человек никогда не будет счастлив. Un neredzēs viņš uzplaukums, panākums, ne dziedināšana, atbrīvošana savā dzīvē. И не увидит он никакого расцвета, никакого успеха, никакого исцеления в своей жизни. Ja viņš neizmainīs savu domāšanu. Если не изменит своего мышления. Jo bērni aug un tā domāšana veidojas viņā. Bet, ja tā ir sabojāta jau pašos pamatos, tad viss tāds bērns dzīvi, kad viņš arī izaug, viņš var būt nelaimīgs. Дети растут, и развивается их мышление, но если в них заложено что-то исковерканное изначально, то он никогда не будет воспринимать этот мир так, как положено Господом Богом. Ticiet vai nē, bet visi cilvēki, kas šeit uz zemes dzīvo pēc tādiem pārdabiskiem Dieva likumiem. Хотите верьте, хотите нет, но все живут по каким-то невероятным Божьим законам. Ar to, ko mēs piepildam savu prātu, savas domas, savas emocijas, mūsu garu, tas kontrolē visu mūsu dzīvi. То, чем мы наполняем свое мышление, свои эмоции, свои чувства, это берет контроль над всей нашей жизнью. Piemēram, ja kāds cilvēks nepareizi domā, viņš bieži vien baidās no kaut kādām dzīves problēmām un gaida tikai negatīvas jaunumus. Если человек изначально неправильно думает, то он от жизни не ждет ничего хорошего. Он настроен всегда на плохое, и все, что он не делает, он ждет только негативного результата. Un visu, no ko viņš baidās, beigās arī atnāk viņa dzīvē. И то, чего он боится, рано или поздно случается. Jo viss negatīvais
ko cilvēki reizēm par kādu viņi tādu negatīvu, viņi viss tas arī pievelk, tas pievelk viņu dzīvi. Негативное обладает силой, притягательной силой. Негативное притягивает негативное. Jo cilvēks ar savu nepareizo domāšanas veidu pat tad, kad viņš piedzimst no augšienes, atzīmst no Dieva gara, piedzīvo jaunas pārmaiņas, saņem dziedināšanu, atbrīvojas no paudžu lāstu, no visiem tiem uzliktiem lāstiem, ja cilvēks arī tiek atbrīvots, bet ja viņa domāšana paliek iepriekšā nekas neizmainīsies. Бывает так, что человек действительно исцеляется, человек переживает в жизни какой-то успех, какие-то достижения, но если он продолжает мыслить так, как он мыслил до этого, негативно, это будет только временное достижение, только временный успех. Un apustulis Pāvils mums saka Efeziešiem 4, 23, 27, apustulis Pāvils saka, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu vēlnam. В послании к Ефесянам святого апостола Павла, глава 4, стих 22-27, сказано: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в справедливости и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Cilvēka dzīve uzlabojas tad, kad mēs izmainām savu domāšanu. Жизнь человека меняется к лучшему, когда мы меняем свое мышление. Kad sabrūk visi šie mūsu prāta cietoči. Когда рушатся крепости нашего ума. Mums arī jāatcerās, ka mums nevajag idealizēt cilvēku. Вместе с тем не надо забывать, что не стоит идеализировать людей. Ka visi cilvēki ir kaut kādiem trūkumiem. У всех есть свои недостатки. Arī mācītājiem tāpat ir. И у священника, проповедника. Visi tādi paši cilvēki mēs vien esam. Все мы только люди. Bet pilnīgs paraugs mums ir Jēzus. Но абсолютный образец для нас – это Иисус. Un īsts palīgs skolotājs un audzinātājs mums ir svētais gars, kas šobrīd ir uz zemes. И единственный, истинный помощник и наставник наш – это Святой Дух. Jo Bībele saka, 1. Jāņa 2:27, viņa saka, arī jūs svaidījumu saņemat no viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet kā viņa svaidījums mūs māca visās lietās un ir patiesīgs un nav meli, kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Un tagad bērniņi, palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Lai jūs zinātu, ka viņš ir taisnus, tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no viņa piedzimis. В первом послании святого апостола Иоанна Богослова, глава 2, стих 27-29, говорится: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое себя помазание учит вас всему, и оно истинно, и не ложно, оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение
и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Raksti saka, ka Dievs mūs svaidīja, lai sagrautu visus mūsu prāta cietokšņus. В Писании сказано, что мы получаем помазание Божие для того, чтобы рушились все крепости нашего ума. Svētais gars mums dod svaidījumu, lai mēs sagrautu prāta cietokšņus, lai tie mūs nekontrolētu. Святой Дух дает нам помазание, чтобы вот эти крепости ума не ограничивали наше мышление. Pēc grēka nožēlas, После искупления грехов mums pirmkārt jāizmaina savu domāšanu. мы прежде всего должны изменить свое мышление. Un jāveido attiecības ar Svēto garu. И создать отношения со Святым Духом. Kas mums palīdzēs, bet arī pašiem mums jācenšas. Который поможет нам, но при этом мы должны тоже приложить свои усилия. Jācenšas iedomāties, piemēram, ka Dieva brīnumi piepildīs mūsu dzīvi. Мы должны поверить хотя бы в то, что чудеса Господни изменят нашу жизнь. Mums jādomā par Dieva brīnumiem. Мы должны думать и верить в чудеса Господни. Mums ir jādomā par to, kas vēl šodien vēl it kā vēl nav, bet ka mēs ieraudzīsim, mums tas ir jāieraug un ka ieraudzīsim, ka tas arī būs, kas vēl šodien nav, bet būs. Мы должны поверить в то, чего нет, и мы должны себе представить это и поверить в него. Ja mēs neko neredzēsim un neatjaunosim savu veco domāšanu, tad arī nekas nenotiks. Если мы ничего не вообразим и не изменим свое мышление, то ничего и не будет. Daudz cilvēku nesaprot, kāpēc viņi nesaņem atbildes uz lūgšanām. Многие люди иногда не понимают, почему они не получают ответа на свои молитвы, на свои мольбы. Jūs zināt, kāpēc tas tā ir? Почему так? Cilvēki lūdz un prasa no Dievu, bet viņiem ir jāzina, ka Dievs dzird vārdus, bet šie vārdi, ko viņš saka, nav nostiprināti ar viņu domām. Tie tukši vārdi. Люди должны понимать, что Бог слышит эти слова, но слова не подкреплены мыслями. И Бог не может ответить на пустые слова, которые не подкреплены мыслями. Mums ar Aigu tā bija. У нас было с Айгой так. Mēs lūdzām par dziedināšanu, apliecinājām raksturītas no Bībeles, skaitījām kā pāters, visus tos raksturītas no Bībeles, nedomājām līdz, ko mēs vienkārši automātiski skaitījām. Мы читали Библию, читали молитвы, но при этом не задумывались над смыслом того, чего мы читаем. Un tad mēs zinām, ka Dievs arī nereaģē uz šādiem vārdiem, kas ir bez domām. И тогда мы поняли, что Бог не реагирует, не отвечает на те слова, которые не подкреплены мыслями. Mums ir jāierauga arī tāpat arī attēls, par ko mēs lūdzam, un jātic, ka tas būs. Мы должны себе представить вот эту картинку, то, о чем мы просим, и только тогда и поверить в то, что это свершится. Mēs nevaram saņemt atbildi tikai uz iztacītajiem vārdiem. Мы не можем получить ответ на слова. Cilvēks sastāv, kā mēs zinām, no miesas, vēseles un gara. Как мы знаем, человек состоит из плоти, духа и души. Un ka mūsu gars pieder 4. dimensijai. А дух наш принадлежит 4-му измерению. Un mēs zinām, ka 4. dimensija ir svētā gara valoda. И теперь мы знаем, что 4-е измерение – это язык Святого Духа. Un mums arī jāzina, ka vārdi bez domām, bez redzējuma, ka tie ir vienkārši tukša skaņa. Слова без мысли – это просто звук. Un ja mēs to sapratīsim, tad daudz kas mūsu dzīvē izmainīsies. И если мы это поймем, то тогда начнутся перемены в нашей жизни. Saprotiet, ka svētam garam ir valoda. У Святого Духа есть свой язык, Un kurā viņš runā. на котором Он с нами разговаривает. Un šī valoda, ziniet, kas ir šī valoda? Un šī valoda ir tas, ko mēs ieraugam savā iztēlē. И этот язык на самом деле то,
что мы можем себе представить в своем воображении. Dievs teica Ābramam, paskaties uz zemi. Tas vēl nav. Бог сказал Аврааму, посмотри на землю. Un visu, ko viņš tur ieraudzīja, Dievs viņam deva. И все, что Авраам увидел на этой земле, Бог ему дал. Mēs varam saprast vienu patiesību, ka Ābrams fiziski nevarēja redzēt visu zemi. На самом деле мы понимаем физически, что Авраам не мог увидеть всю землю, ну, такой, как она есть. Viņš to ieraudzīja savā iztēlē. Он увидел ее в своем воображении. Un Dievs to deva. И Бог ему дал то, что увидел Авраам. Lasām 1. Mūzes 12:1-5. Un tas kungs sacīja uz Ābramu, izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kur es tev rādīšu. Un es tev darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētības visas zemes ciltīs. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis, un līdz ar viņu izgāja Lats. Bet Ābrams, izejot no Hārnas, bija 75 gadus vecs, un Ābrams ņēma Sāreju par sievu un savu brāļu dēlu Latu, un visu mantību, ko tie bija ieguvuši, un visas dvēseles, kādas tie Hārānā bija iemantojuši, un tie iegāja, lai dotos uz Kānānas zemi, un tie nogāja uz Kānānas zemi. В Пятикнижии Моисея, книга 1, Бытие, глава 12, стих 1-5, сказано: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харрана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. Tā. Tad visu, ko Dievs apsolīja, to viņš deva. Bet lasām arī jauno derību. Lasām tādu jauno derību. Un Jēzus stāvēja kopā ar saviem mācekļiem un teica mācekļiem, lai viņi paskatās uz labības lauku, kur bija vārpas nobrieduši, kā mēs zinām, un ka tās bija nogatavojušās pļaujai. Kāpēc viņš tā runāja? И такие же мысли мы находим и в Новом Завете. В Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 35. Иисус сказал: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Jā, jo mēs redzam, ka Jēzus redzēja zem savām kājām vārpas, bet īstenībā viņš redzēja tās vārpas, viņš ieraudzīja, kā miljoniem cilvēku glābt. Un viņš teica, tas bija tā kā līdzībās, viņš teica saviem mācekļiem, lai viņi iet un sludina evaņģēliju. Бог смотрел на поле, на колосья перед ним стоящие, а на самом деле видел перед собой людей, готовых воспринять Слово Божье. И Он сказал своим ученикам, своим апостолам: идите и проповедуйте, несите Слово Божье. Viņš redzēja miljoniem glābtu cilvēku. Он увидел миллионы спасенных людей. Skatoties uz šo labības lauku. Глядя на это поле, на Ниву, он увидел миллионы людей, спасенных людей. Tā bija Jēzus iztēle. Это было воображение Иисуса.
Un vēl mēs vienu piemēru par Jēzu varam pateikt. Pateiksim vēl vienu piemēru par Jēzu. Jēzus redzēja savu draugu Lācaru dzīvu. Ну, так, как Лазарь bija nomiris. Бог видел своего друга Лазаря после того, как он скончался. Живым, dzīvu. Увидел его живым после того, как он скончался. Un viņš pat nelūdza tēvu par Lācara augšanu, celšanos. Viņš vienkārši pateica Dievam par to, ka viņš ir atbildējis jau viņu lūkšanai, kamēr vēl Lācars vēl nebija piecēlies, bet viņš jau teica, ka viņš jau ir piecēlies. И он даже не просил Господа о воскрешении Лазаря, просто он уже видел, что Лазарь воскрес. Un mēs lasām Jāņa 11, 41, 44. Tad viņi noņēma akmeni, bet Jēzus pacēla acis augšu un sacīja: Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi paklausījis. Es jau zināju, ka tu katrā laikā mani paklausi, bet apkārtstāvošie ļaužu dēļ es to esmu sacījis, lai tie ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to sacījis viņš stiprā balsī sauca: Lācer, nāc ārā! Un mirušais iznāca, un kājas ar rokas tam bija augtiem sasietas, sejā aizsegt ar sviedrautu, bet Jēzus sacīja tiem: Atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. В Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 41-44 сказано: Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь, выйди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Kā mēs redzam, viņš pateicās par to, kas vēl nebija bijis, kā tas jau būtu. Как мы видим, Иисус благодарил за то, чего еще не было, как будто это уже случилось. Viņš jau redzēja Lācaru dzīvi. Он видел Лазаря живым. Redzēja savā iztēlē. И видел в своем воображении. Tā ir tā ceturtā dimensija. Вот это и есть четвертое измерение. Kā mums iegūt šo pareizu vīziju, kā mēs varam iegūt, saņemt šos sapņus, ko Dievs mums grib dot? Как мы можем достичь вот этого видения? Как мы можем свои мечты, найти воплощение своим мечтам, обращаясь к Богу? Mums ir jāierauga, kā es domāju, mums jāierauga viedos kāda lieta un jālūdz mēlēs. Un svētais gars tad sāk darboties uz mūsu apstākļiem un atnes mums atbildi. Мы должны увидеть образ, представить себе то, что хотим совершить в своей жизни, и тогда уже найти слова, которыми обращаться к Святому Духу, и Он ответит нам. Piemēram, es pastāstīšu piemēru no Vladimira Munķāna dzīves, no Kijevas, no tās draudzes возрождения mācītāja Vladimira Munķāna dzīves. Вот сейчас расскажет Андрис об одном примере из жизни проповедника Владимира Мунтяна, который ведет общину возрождения. Viņam draudzība bija ļoti maza, tāda kā mums. У него была совсем маленькая община, совсем маленький приход. Un vairākas dienas uz ceļiem lūdza un iztēlojās, ka viņa draudzē cilvēks skrien uz grēku nožēlas lūgšanu. И в течение нескольких дней он беспрерывно, стоя на коленях, молил Бога, представляя себе, что его приход растет, и все к нему бегут, чтобы искупить свои грехи. Viņš lūdz tik ilgi, kamēr tas viss viņam sāk parādīties, ka tas notiek reāli. И, наконец, он дошел до такого состояния, что ему показалось, что все это действительно так, что люди идут к нему. Un šodien mēs redzam, ka viņa dievkalpojumos, katrā dievkalpojumā 200 cilvēki apmēram
200 vairāk, par 200 citreiz mazāk, drusku atnāk uz grēku nožēlas lūgšanu. И сегодня мы видим, что к нему приходят молить о прощении своих грехов по 200 и больше человек. Un pieņem Jēzu. Людей, которые молят о прощении грехов и принимают в свое сердце Иисуса. Un katrā dievkalpojumā. И на каждом богослужении. Un tas notiek joprojām. И это происходит от раза к разу. Un tajā pašā, bet es gribēju teikt, bet tajā pašā laikā, ja mēs paļaujamies uz kaut kādām negatīvām domām, но если мы будем полагаться на какие-то негативные мысли, bailes, piemēram, par nākotni, будем бояться будущего, domāsim par kaut ko sliktu, думать о плохом, tas arī sliktais nobriedīs mūsu dzīvē. И тогда это плохое свершится в нашей жизни. Mums vajadzētu pašiem iemācīties kontrolēt, ko mēs domājam. Мы должны научиться контролировать свои мысли. Ja mēs iemācīsimies kontrolēt, ko mēs domājam, tad mēs arī būsim uzvaras savā dzīvē. Если мы научимся это делать, то мы будем добиваться побед в своей жизни. Mums ir jāuzņemas atbildība par saviem sapņiem, tēliem, ko mēs redzam. Мы должны нести ответственность за свои мысли, за свои мечты и за те образы, которые мы представляем в своей жизни. Mums ir jāredz, piemēram, kādu ģimeni mēs gribam. Piemēram, kāds cilvēks grib laimīgu ģimeni. Mums tā ir jāredz. Мы должны видеть, если мы хотим, например, создать счастливую семью, мы должны видеть, какой должна быть эта семья. Mums jāredz, ka mēs ļoti mīlam savu otru cilvēku. Мы должны видеть, как мы любим другого человека, ближнего своего. Un ja mēs tā iemācīsimies par viņu domāt, iemācīsimies tā viņu stādīt par to viņu domāt, tad tas arī tā notiks. И если мы научимся любить его мысленно, то мы научимся его любить на самом деле. Un tas arī tā notiks dzīvē. И так будет все время. И люди тоже будут любить нас. Es, piemēram, par savu sievu vienmēr domāju, tikai to, kad es viņu ļoti mīlu, es vienmēr to saku sev un par to. Un tā arī ir. Андрей всегда думает о том, как он любит свою Айву. И так и происходит. Он ее очень любит. Es to redzu iztēlē. Я вижу в своем воображении эту любовь. Es redzu, kad viņa vesela, kad viņa ir laimīga, un tas tā arī būs. Я вижу, что она здорова, что она счастлива, и так будет. Svētā gara ir valoda, tas, ko mēs redzam sevi. Язык Святого Духа – это то, что мы видим в себе. Piemēram, ja par finansiālo sfēru runājot. Ну, говоря о финансах, например. Lai mēs kļūtu plaukstoši un tādi cilvēki, kam ir pietiekoši finanses, mums ir jāatmet savu vecā domāšanu un jāpamatojās arī uz Bībeles rakstvietām un jādomā pozitīvas lietas arī par finansēm. Чтобы добиться успеха, материального, финансового успеха, мы должны увидеть этот успех и подкрепить его словами из Библии. Un tad Dievs atvērs mums debesu logus. И тогда Бог откроет нам окно в небеса. Lasām 5. Mūzes 28:12, ko Dievs saka. Un tas kungs tev atvērs savu labumu krātu, debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemē un svētītu visu tavu roku darbu. Un tu aizdos daudzām tautām, bet pats neaizņemsies. Пятикнижие Моисея, Второзаконие, глава Второзакония, стих 28-12, сказано: «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время твое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Mums ir jāsaskata sevi plaukstoši. Мы должны увидеть себя успешными, расцветающими. Atceramies visu to, ko mēs redzam sevi, kādu mēs sevi ieraugam, tādi mēs arī būsim. Помните, какими мы себя видим в своем воображении, такими мы и будем. Kad mēs ieraugam savā makā un redzam, ka tur ir tukšums, tad mēs domājam,
Makā ir tukšums. Открываем кошелек, видим, что там пусто. Мы говорим, там пусто. Ja mēs atnākam mājās, piemēram, mūs sagaida nedraudzīgi, mēs domājam, mani mājās neviens negaida, mani neviens nemīl. Если мы возвращаемся домой, и нас встречают недружелюбно, нас встречают ворчанием, ругательствами, то мы начинаем думать, что у нас никогда в жизни ничего хорошего не будет. Ja mēs sākam negatīvi runāt par savu dzīvi, ka mums nav naudas, ka mums ir slikts attiecības ģimenē un dzīvē nekas neiet, ja mēs sākam domāt tās negatīvās lietas, to mēs arī rīt ieraudzīsim. Un mums patiešām atnāk šis nepatīkšanas. Если сегодня мы говорим о том, что у меня кошелек пуст, что у меня все плохо, что меня никто не любит, завтра так оно и будет. Ja mēs gribam uzvaras sevi, uzvaras, un Dieva spēku savā dzīvē, mums jādomā, par ko mēs domājam, un jādomā pareizi, un jāatsakās no šīm negatīvajām domām. Если же мы хотим чего-то добиться в этой жизни, почувствовать в себе силу Божью, мы должны отказаться от этих мыслей. Mums jāskatās, ko mums Dievs grib dot. И должны увидеть то, что нам дает Господь. Mums jāskatās ir uz Dievu. Мы должны смотреть на Бога. Un jāpateicas Viņam. Благодарить Его. Kas vēl varbūt pat nav noticis. Пусть даже за то, чего еще нет, не было. Bet mēs ticam, ka tas būs. Но мы должны поверить, что это будет. Mums Dievs visu neesošo nosauc par esošu. Потому что Бог все несуществующее называет существующим. Piemēram, draudze nav liela, ja? Да, наш приход небольшой, маленький. Bet mēs zinām, ka tas tikai laika jautājums. Но это вопрос времени. Un, piemēram, nav uzplaukums dzīvē. Es zinu, ka tas arī tikai laika jautājums. И если у меня нет каких-то успехов в жизни, то я знаю, что это тоже вопрос времени. Придет время и будет этот успех. Jā. Tādēļ, ka es vienkārši pateicos, ka es esmu uzplaukstošs cilvēks, ka man ir izremontēts dzīvoklis, ka man ir laba mašīna, Ferrari, Marks autobils, ka es varu ziedot, varu dot finanses nabagiem, palīdzēt citiem, un ka man viss tas būs, un kad es plaukstu. Потому что я знаю, что у меня в жизни все хорошо, у меня будут деньги, у меня будет машина. Какая будет? Кому Феррари, кому Мазерати, кому что? У меня будет отремонтированная квартира, у меня будут ухоженные дети, у меня будет благополучие. И все это я увижу, и все это Господь даст мне. Tāpēc es jums saku, domājiet un runājiet tikai labo. Поэтому говорю вам, думайте и говорите только хорошее. Ejiet no rīta pie spoguli. Идите утром к зеркалу. Un sakiet sev, es esmu uzplaukstošs cilvēks. И говорите, я успешный человек. Es ļoti labi izskatos. Я прекрасно выгляжу. Es esmu ļoti brīnišķīgs. Я замечательный. Un katru dienu par to pateikties Dievam. И каждый день за это благодарить Господа. Un ja arī ir problēmas ģimenē, pateikties Dievam par savu otro pusīti. И даже если есть в семье проблемы, все равно благодарите Бога, что у вас есть семья, что у вас есть вторая половинка. Un ka mana sieva ir pati labākā. И что моя жена самая или мой муж самый-самый. Un pats labākais cilvēks visā manā dzīvē. И это самый замечательный человек во всей моей жизни. Un arī Sātans uzrādīs visādas trūkumus. А если сатана, дьявол, будет нам указывать на его недостатки, и даже если начнет нашептывать на ухо какие-то глупости, Saka, mums viss ir brīnišķīgi. не слушайте его, говорите, все замечательно. Mums ir jādzīvo Dieva realitātē. Мы должны жить в реалиях Бога, Nevis demoniskajā а realitātē. не в реалиях демона. Jo mēs zinām, ka Dieva realitāte tā ir garīgā pasaule. Потому что мы знаем, что реалии Бога – это духовный мир. Un ka viss tas garīgais materializējās И все fiziskajā pasaulē. духовное, оно рано или поздно Jo материализуется. zināt, ka zeme tika radīta no neredzamā. Вы Pirms tā знаете, kļuva redzama. что
Земля была создана из невидимого. Un tad viņa kļuva redzama. И вот тогда, когда ее вообразили, тогда она стала видимой. Un kāda mums arī nebūtu problēma dzīvē. И какие бы у нас ни были проблемы в жизни, Slavēsim un pateiksimies Dievam. будем благословлять и благодарить Бога. Slavēsim un skatīsimies uz sevi caur Dieva vārdu. И будем смотреть на себя через Слово Божие. Un kad mēs arī esam slimi šajā brīdī varbūt, И даже если мы в этот момент больны, mums ir jādomā kaut kas ļoti svarīgs. мы должны думать о чем-то очень важном. Mums jāieraug sevi veselu. Мы должны увидеть себя здоровым. Man sāpēja mugura vakar ļoti, nevarēju pat pakustēties. Kaut kas man notika mugurā. Bet es pateicos Dievam, ka es esmu vesels. У Андреса вчера болела спина, но он благодарил Бога за то, что он здоров. Спина прошла. Un šodien vairs nesāp pilnīgi. Tagad atnāc jau viss. Man rīt nevarēja patiecot viņas ratiņā. Sātans teiks, ka tas nav iespējams. Сатана скажет, нет, это невозможно. Ka mūsu miesā ir problēmas. Потому у тебя проблемы какие-то в плоти твоей. Un neskaitāms reizes sev ir lūguši, tad draudzes par tevi nekas nemainās. И сколько бы ни молился за тебя община, твой приход, ничего в твоей жизни не изменится. Bet mēs ejam svētā gara klātbūtnē. Но мы приходим в присутствие Святого Духа. Un ar 4. dimensijas palīdzību И с помощью 4. измерения saskatām sev veselu. увидим себя здоровым. Man nav artrīts. У меня никакого артрита, Man nav izkaistā skleroze. у меня нет никакого рассеянного склероза, Man nav C hepatīts. у меня нет С-гепатита, Man nav, Jolanta, nekādas atkarības. у меня никакой зависимости Un vispār man nav nekāda problēma. и вообще никаких проблем у меня нету. Mēs visi varam izmainīt ar svētā gara palīdzību. Все мы можем изменить с помощью Святого Духа через 4. измерение. Neredzamās lietas pārnesot redzamajā pasaulē. Невидимые вещи, дела перенести в видимые. Tas ir ļoti svarīgs moments. Это очень важный Jo момент. 4. dimensija patiesībā eksistē. На самом деле 4. измерение, оно существует. Cilvēks patiešām ar 4. dimensijas palīdzību, mēs, ko saredzam šajā pasaulē, mēs nonākam, šajā garīgā pasaulē, mēs nonākam kontaktā ar Dievu. Воображая себе в 4. измерении какие-то образы, мы таким образом мы входим в контакт с Богом. Un Dievs sāk mainīt mūsu dzīves apstākļus. И тогда Бог начинает изменять условия нашей жизни. Bet ir viena tikai tāda niansība. Но есть один маленький момент. Lai tiešām Dievs darbotos un redzētu mēs sev uzplaukstoši, lai Dievs mums pieskārtos, un lai viss tas notiktu, mums vajadzīga šī apziņas pārveidošana. Чтобы на самом деле почувствовать прикосновение Бога и преобразовать свою жизнь, мы должны увидеть все это. Jā. Mums jānonāk līdz tam, ko mēs ieraugam garīgajā pasaulē, bet kas vēl nav fiziskajā pasaulē, kad tas kļūst reāls un sākam just un domāt, ka neredzamais kļūst redzams. Мы должны изменить свое сознание так, чтобы понять и поверить в то, что невидимое может стать видимым. Zinu, kur visas ir tādas problēmas mūsu dzīvē, visas ir problēmas. Kāpēc? Ģirti, kāpēc mums ir problēmas? Tāpēc, ka nu? mēs nevaram Dievu. Jā, bet es gribētu, tāpēc, ka mēs turamies pie savas vecās domāšanas. И все проблемы от того, что мы придерживаемся своего старого мышления. Un tā mēs domājam, kad mēs arī dzīvojam bez Dieva, kas atcerās. To mums bija vecs, bet šodien mums ir Jēzu Kristums ir jauna dzīve. Мы все время жили без Бога и думали об этом, но сегодня в Иисусе Христе у нас совершенно другая жизнь. Un jauna dzīve atnāk ar jaunu domāšanu. А новая жизнь, она приходит с новым мышлением. Reizēm tā, ka cilvēki neierauga atbildi uz lūkšanām,
un neierauga atbildes, un nekas nemainās, un viņi nesaprot, kāpēc tas tā notiek. Viņi tur iztēlojas, bet nekas nemainās. Ну вот бывает так, что человек на самом деле и воображает себе какие-то положительные образы, представляет их, а на самом деле ничего не происходит. Ziniet, kāpēc tā ir? Mums jāatceras, ka eksistē arī šis inkubācijas periods. Мы должны помнить о том, что существует так называемый инкубационный период. Kad tas auglis nobriest mūsos. Вот когда этот плод в нас созреет, ka nevar visu uzreiz. Все сразу не бывает. Ir laika periods, kad mēs to saņemam. Должно пройти время, чтобы мы ощутили этот воображаемый плод. Tam auglim ir jānobriest. Он должен созреть в нас. Un tad notiek šī piedzimšana. И тогда происходит это возрождение. Bet mums jāsaprot, ka šim procesam jānotiek līdz galam, mums jāiztiek līdz galam. Но мы должны иметь понимание и терпение, чтобы этот процесс прошел до конца. Piemēram, mana mamma par mani lūdz Dievu 15 gadus. Мама об Андрисе молилась 15 лет. Viņa redzēja manu veselu ne uzreiz. Она не сразу увидела его исцеленным. Uzreiz jau nekas nenotika. Сразу ничего не Bet бывает. viņa lūdza, un līdz radās pilnīga pārliecība. Она молилась так долго, пока не созрела уверенность. Un tad sāk viņa apliecināt. И тогда эта уверенность стала перерастать в убеждение. Un viss neredzamais kļuva redzams. И все невидимое стало видимым. Un kļuva dziedināts. И Андрис исцелился. Es izstāstīšu vienu piemēru no Junga Čo dzīves par velosipēdu. Tu jau lasīji, ja? Piemērs no Junga Čo dzīves. Viņš lūdza par krēslu, galdu un velosipēdu. Par krēslu, galdu un велосипед. Viņš lūdza. Значит, человек молил Бога о стуле, столе и велосипеде. Un tad pienāca brīdis, ka viņš saprata, ka krēsls, galds un velosipēds viņam jau ir garīgā pasaulē, jau viņam ir. И, наконец, у него где-то вот в мозгу щелкнуло, что в духовном мире у него же есть и стул, и стол, и велосипед. Kaut gan viņš tad vēl bija ļoti nabadzīgs. Хотя в тот момент он еще был очень беден. Viņam nekā nebija. И у него ничего не было. Un tad viņš savu kalpošanas laikā, И тогда во время служения viņš izgāja priekšā un paziņoja visiem, он вышел перед всеми и сказал: ka viņam ir krēsls, galds un у velosipēds. меня есть и стол, и стул, и велосипед. Un viņš slavēja Dievu. И благодарил за это Бога. Bet sanāca tā nepārāk labi. Sanāca, ka tie cilvēki, kas to dzirdēja, teica, ka viņi prasīja, lai viņš parāda. Но те, кто сидел, присутствующие, стали просить: покажи, где твой стол и велосипед? Un viņi gāja reiz ar viņu līdz uz mājām. Так, и он вместе с ними пошел домой к себе. Un viņš iet istabā, atver durvis, bet viss ir tukšs. Он открывает дверь, а там пусто. Un viņi domā, kur tad ir tev tas? Mēs neredzam. И люди спрашивают: а где твой стул, где твой стол, велосипед? Un viņš ejot uz mājām, visu laiku domāja, ko lai tiem cilvēkiem atbild. И вот он все время, пока он шел домой, он все время думал, что же я им скажу, когда они увидят пустую комнату. Un viņš viņiem atbildēja. И он ответил: Kad jūs bijat mātes vēderā, neviens jūs arī neredzēja. когда вы были в очреве у мамы, вас тоже никто не видел. Bet, kad Dievs viņam iedeva galdu, krēslu un velosipēdu, tie jau viņam bija iekšā. Но когда Бог ему дал и велосипед, и стол, они уже были в нем. Jo tad, kad viņš zināja, ka paies laiks un viņam tas viss būs. Он твердо знал, пройдет время, и у него все это будет. Bet pats interesantākais bija, ka tie cilvēki, visi, kas to, tie cilvēki, kas bija pie viņa atnākuši, tie visi pastāstīja draudzē, un ko viņš tad teica, runāja, un teica, ka viņa mācītājs ir stāvoklī. И самое интересное, что эти люди рассказали приходу, и все подумали:
Bог сказал, что Он у нас в положении. Ar galvu, krēslu un velosipēdu. Столом, стулом и велосипедом. Jā, viņam pat pienāca cilvēki klāt, kā es lasīju, un uzlika rokas un teica, o, jūs esat stāvoklī. И даже подходили люди и проверяли, а ты в положении. Ar krēslu, galvu un velosipēdu. Пытались нащупать стол, стул, велосипед. Bet drīz, kā mēs zinām, Dievs viņam arī to iedeva visu. Но на самом деле со временем Бог ему все это дал. Tāpēc ieskatīsimies mēs savā sirdī, ko mēs redzam. Смотримся в свое сердце, что мы там видим. Ja mēs redzam savā iekšienē kaut ko nevisai pozitīvu, tad mums laikam būs jānomaina savas vēlmes. Если мы там в сердце увидим что-то не совсем благоприятное, то нам надо, наверное, изменить свое мышление. Jo Dievs mums grib dot pārpilnīgi. Потому что Бог нас хочет наполнить истиной. Bet mums ir jāzina, kā to saņemt. Но мы должны знать, как получить это благополучие от Господа. Atceramies, ka svētais gars darbojas caur mūsu domām, sapņiem un sajūtām. Помните о том, что Святой Дух действует через наши мысли, через наши ощущения и эмоции. Un tieši pateicoties mūsu domām, mūsu redzējumiem un mūsu jūtām, mēs ieejam šajā garīgajās sfērās. И именно благодаря нашим эмоциям, чувствам и мыслям мы сходим в сферу, в духовную сферу. Jo Dievs mums ir sagatavojis lielas svētības. Потому что Бог приготовил для нас большое, важное благословение. Un vienīgais, kas mums traucē saņemt visu to, tie nepareizi tēli, ko mēs redzam. Единственное, что мешает нам получить все, что нам уготовил Господь, что нам уготовано Господом, это неправильное наше мышление. Nepareizi gaidas un nepareizi domāšana. Неправильное ожидание и неправильные мысли. Piemēram, ja mums ir kāda problēma, tad, piemēram, ja mums ir kāda problēma, mums ir jāsāk redzēt savādāk. Если у нас существует какая-то проблема, то мы ее должны как-то иначе увидеть. Mums ir jāredz tāda jauna realitāte. Мы должны увидеть ее в какой-то новой реалии. Jo visa laime ir mūsos. Потому что счастье, все счастье только в нас самих. Ja cilvēks iekšienē ir laimīgs, Если человек внутри себя счастлив ja viņš to redz, и видит, что он счастлив, viņš ar svēto garu palīdzību var sākt mainīt visus ārējos apstākļus. то с помощью Святого Духа он может начать изменять все внешние условия. Visi ārējie apstākļi padarīs mūs laimīgus, un mēs kļūsim tiešām laimīgi. И вот когда эти внешние условия начнут изменяться, то действительно мы начнем свой путь к счастью. Tāpēc, ka Dievs virzās caur mūsu garu. Потому что Бог идет с нами через Святого Духа. Mums jāsāk priecāties par to, kā vēl nav, kad tas agri vai vēlu mums būs. Мы должны научиться радоваться тому, чего нет, Mēs тому, что, да, то, что мы говорили в прошлый раз, думая о том, что рано или поздно у нас это будет. Bet pagaidām mēs vēl to redzam savā iztēlē. Пока мы это видим только в своем воображении, Bet mēs ticam un zinām, kas obligāti mums būs. но верим и знаем, это будет, непременно. Un reizēm tas liekas galīgs neprāts. И кажется порой, что воображаем себе, безумно совершенно Bet какие-то. noticiet un pieņemiet to. Но примите и поверьте в это. Tāpēc sāksim no šodienas priecāties. Поэтому с сегодняшнего дня давайте радоваться, Kas pie mums vēl nav pat ieradies tas viss. что даже тому, что к нам еще не пришло. Un sāksim līksmot par Jēzus Kristus uzvaru savās dzīvēs. И начнем ликовать по поводу победы Иисуса Христа над нашей жизнью. Jo Dieva vārds ir daudz reālāks nekā tas, ko redz mūsu fiziskās acis. На самом деле Слово Божье, оно более реально, намного более реально, чем наши мечты. Piemēram, kad mēs lasām Bībelē, ka Jēzus Kristus ar savām asinīm mūs ir darījis pilnīgus. Когда мы читаем в Библии, что Бог сделал нас совершенными своей кровью, mums ir jāredz tas un jāsaka, es esmu pilnīgs. Мы должны видеть это и говорить,
Я совершенен. Sātans tev teiks kaut ko citu. Viņš teiks, ka tev ir daudz kļūdas, tu grēko. Сатана скажет, нет, ты несовершенен, ты делаешь ошибки, nepareizi runā, ты неправильно говоришь, nepareizi rīkojies. неправильно поступаешь. Viņš vienmēr grib atrast tevī kaut kādas kļūdas. Сатана всегда хочет найти в тебе какие-то ошибки, Lai tu izdarītu negatīvus secinājumus pēc чтобы sevi. ты начал негативно думать о себе. Bet Dievs mums aicina skatīties uz Jēzu. Но Бог призывает нам смотреть на Иисуса, Uz to, ko Viņš dēļ mums izcieta. на то, что Он претерпел, перенес ради нас. Un pateicoties Viņa asinīm, mēs esam pilnīgi. И именно благодаря Его крови мы стали совершенными. Ziniet, ka Dievs uz mums skatās kā uz pilnīgiem cilvēkiem caur Jēzus asinīm. Ведь через кровь Иисуса Христа Господь смотрит на нас, как на совершенство. Un ja mēs tam to pieņemsim un tam ticēsim, mēs patiešām kļūsim labāki. И если мы в это поверим и примем это, мы действительно станем лучше. Ne jau uzreiz vismaz tas Правда, не ir. сразу. Bet ja mēs sākumā noticēsim un ieraudzīsim sevi to iekšā, tas tā arī būs. Но если мы увидим это и поверим в это, так оно и будет. Priecāsimies mēs, piemēram, šodien par to, ka mēs esam svaidīti Dieva cilvēki. Tie, kam patīk izpatīk Dievam. Будем радоваться тому, что мы помазанники Божьи, и что мы можем понравиться Господу. Pagaidām tas vēl nav noticis. Пока это еще не произошло. Bet mēs vēl redzam savu nepilnību. Но мы видим свое несовершенство. Mums pat nolaižas rokas. У нас опускаются иногда руки. Bet turpināsim pateikties Dievam, priecāsimies un centīsimies sevis un apzināties sevi kā pilnību. Но, тем не менее, не будем опускать руки, будем радоваться, верить и видеть и верить в то, что мы когда-то станем совершенными. Kā jauni radījumi Jēzu Kristu, Как новые творения в Иисусе kā Христе, Dieva svaidīgi cilvēki. как помазанники Божии. Un tad ar prieku pateiksimies Dievam šos pateicības vārdus. И тогда с радостью обратимся к Господу со словами благодарности. Teiksim Dievam, Viņš ir mūsu tēvs, Скажем Господу, Ты наш Отче, mēs esam tavi bērni. мы дети Твои. Un paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mūs pieņēmis savā ģimenē. Благодарим, Отче, что Ты принял нас в семью свою. Romiešiem vēstulē, piemēram, ir teikts, visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. В послании к римлянам сказано, visi, ko vada Dieva gars ir Dieva bērni. все, кто ведом Божьим Духом, они все дети Божьи. Un to arī apliecināsim. И поверим в это. Un ticēsim, ka mēs esam Dieva pieņemti. Поверим в то, что мы приняты Богом. Bet daudz cilvēku nesaprot, ka Dievs viņus ir pieņēmis. Правда, многие люди не верят в то, что Бог их может принять. Viņi domā, ka Dievs uz viņiem dusmojas, apvainojas. Они считают, что Бог на них может обижаться, сердиться на них. Ka nevajag šo to aizmirst un Что piedot. Он не может Kā им rīcība. забыть чего-то, простить, Un ka negrib viņiem palīdzēt, не хочет им помочь, labi darīt kaut ko priekš сделать viņiem. что-то доброе для них. Bet tādas domas īstenībā ir meli. Но на Tādas domas par самом деле, Dievu ir вот meli. такие мысли о Боге – это ложь. Dievs cenšas palīdzēt katram cilvēkam. Бог старается помочь каждому человеку. Un Dievs grib mūs visus pieņemt. Бог стремится всех нас принять. Un pats interesantākais, ka Dievs mūs pieņem tādus, kādi mēs esam. Но самое интересное, что Он принимает нас такими, какими мы есть. Un tad tikai viņš sāk darboties. И только ar потом mums. Он начинает над нами работать. Bet ziniet, kā ir, daudz cilvēki paši mēģina kaut ko izmainīt. Un viņi nenāk pie Dieva, kamēr tur vēl dzīve nav izmainījusies. Bet viņi nezina, ka Dievs mūs pieņem tāds ar visiem saviem trūkumiem mūs, ja mēs ejam pie viņa. Вот. И многие люди думают, что они не пойдут к Господу, потому что они не изменились. Но они не знают о том, что Бог примет их любыми, Ja viņi ies pie Dieva. если они обратят свои мысли к Jo Нему. Dievs mūs mīl visus tādu, kā mēs esam. Бог любит нас такими, какими мы есть.
visi cilvēki arī tajā laikā, kad Jēzus bija šeit uz zemes, domāja, ka viņš pret tiem нелаби дома. Многие люди, когда Иисус был еще на земле среди них, они считали, что Он может их осуждать, может не принимать их. Un kad pievērš šos cilvēkus pie Jēzus, viņi domāja, ka viņi grēkojuši, visi gaidīja, ka Jēzus viņus atstums, nosodīs. И когда их подводили к Иисусу, они шли к Нему с недоверием, они боялись, что Он их оттолкнет, не примет, начнет осуждать. Bet Jēzus vienmēr teica, ej un vairs negrēko. Но Бог всегда говорил, иди и больше не греши. Un kad atveda slimus, un tie domāja, ka Jēzus tiem atteiks, Jēzus dziedināja visus. И когда приводили к Нему больных, то Иисус всех исцелял. Lūkas evaņģēlijā 14:2-4 to mēs varam redzēt. Un lūk, tur bija kāds ūdensēdzīgs cilvēks viņa priekšā, un Jēzus vārdu ņēmis griezās pie bauslības mācītājiem un farizējiem ar jautājumu, vai ir atļauts sabatā dziedināt vai ne, bet tie klusēja. Tad viņš to ņēma, dziedināja un atlaida. В Евангелии от Луки, глава 14, стих 2-4 сказано: «И вот предстал пред них Бог человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил». Jā, šis cilvēks aizgāja vesels. И человек ушел исцеленным. Jēzus mūs visus mīl. Бог всех нас любит. Un šī uzvarai, laimē un priekam ir jāparādās šodien pat mūsu dzīvē. И победа радости, победа добра должна появиться в нашей жизни уже сегодня. Bet ne tad, kad izmainīsies mūsu ārējie apstākļi. Но не тогда, когда изменятся наши внешние Mums обстоятельства. jāieraug sevi kā uzvarētāji tieši tagad, šodien. Мы должны увидеть себя победителями сегодня, не дожидаясь, пока там что-то вокруг нас изменится. Iespējams, ka tagad ir viss sliktāk, piemēram, dzīvē. Возможно, у вас в жизни сейчас все Un не varbūt vēl так sliktāk varbūt pat būs. благополучно, а может быть будет еще хуже. Bet, ka mēs šo situāciju ieraudzīsim savādāk, un ka sevi ieraudzīsim veselu, ka ieraudzīsim sevi piepildīt mūsu māju, piepildīt ar mieru, un ka mēs esam pareizi Dievu priekšā, tad tas viss notiks tūlītās un Но tagad. если мы откажемся от мысли, что все это будет когда-то, а поверим в то, что это должно случиться здесь и сейчас, тогда все это и произойдет. Mums jāsāk priecāties jau tagad. Радуйтесь уже сейчас. Par spīti tam, ko saka mums fiziskās acis. Вопреки тому, что говорят нам наши физические глаза. Mēs, protams, varbūt šodien vēl visu to neredzam, reāli, tā fiziski, bet Возможно, мы еще не видим реально всего того, что должно с нами произойти. priecāsimies par to, kas būs rītdien. Но будем радоваться тому, что будет завтра. Un zināt, kā mēs varam izmainīt savu domāšanu? Знаете, как мы можем изменить мышление? Dziedāsim slavas dziesmas Dievam. Будем петь хвалу Господу Gan uz ielas, на улице, gan sabiedriskā transportā. в общественном транспорте, Katrā vietā un katrā laikā. в любое время и в любом месте. Un ja tev liekas, ka tev nekas tur neiet un nekas neatrisināsies, И даже если тебе кажется, что ничего не происходит к лучшему, iedomāsimies mēs visu to savādāk. Labi? постараемся вообразить себе все это иначе. Uzdrošināsimies mēs redzēt visu savādāk. Осмелимся увидеть все это к лучшему, в другом свете. Un mēs pārliecināsimies, cik Dievs ir varens. И тогда мы убедимся в том, насколько всемогущ Un Господь. ziniet, ka Dievs iesāk savu sadarbību ar mums, tad, kad mēs kā mēs domājam, ko mēs prātojam un ko mēs redzam. Вот tad viņš iesāk savu sadarbību. Когда Бог увидит
о чем мы думаем, о чем мы мыслим, только тогда Он вступает с нами в контакт, начинает над нами работать. Jā, un kad slavējiet Dievu, vienmēr domājiet par vārdiem, ko jūs dzirdat. И когда славите Господа, не забывайте думать о словах, которые вы произносите. Un kad jūs lūdzat, piemēram, tēvu reizi, domājiet par katru rindiņu, ko jūs pasakat. Когда вы читаете «Отче наш», думайте над каждой строчкой, которую вы произносите. Lai tie nebūtu tikai tukši vārdi. Чтобы это не были просто слова, поток слов. Un tad, kad, jo Dievs skatās uz mūsu sirdi, uz mūsu iekšējo cilvēku. Бог смотрит на наше сердце, на того человека, который внутри нас. Un viņš zina mūsu domas, viņam svarīgs mūsu domas. Он знает наши мысли. Viņam nav svarīgi tukši vārdi mūsu. Ему важны мысли, а не пустые слова. Ja mēs to visu sapratīsim, Dievs arī atbildēs uz mūsu lūgšanām. И если мы осознаем все это, тогда Бог начнет отвечать нам. Mums tas viss jāpasaka no visas sirds. Мы должны произносить все молитвы, все мольбы от всего сердца. Un tagad pateiksimies Dievam no visas sirds, aizvērsim acis. А сейчас поблагодарим Бога от всего сердца, закроем глаза. Un teiksim, dārgais kungs Jēzu, И скажем, дорогой Господь Бог, pateicos, ka es esmu uzvarētājs Jēzu Kristu. благодарим, что вы победители в Иисусе Христе. Es pateicos, ka tu vienmēr esi kopā ar mani. Я благодарю, что ты всегда со мной. Un ka man kopā ar tevi nekas nav neiespējams. И что с тобой во мне ничего невозможного. Paldies, ka tu palīdzi man izmainīties. Благодарим, что ты помогаешь нам измениться, Pareizi redzēt un domāt. правильно видеть и мыслить. Un es gribu īstenot tavu gribu. Я хочу осуществить твою волю Un sekot tev, Dievs, vienmēr un visur. и быть с тобой всегда и везде. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Tas arī bija viss, ko šodien ir pateikt.